Максим, здравствуйте. Рада видеть вас в программе «По сути дела». Как себя чувствуете в роли спортивного менеджера? Вы уже, по-моему, 1,5 года руководите спортивным комплексом «Динамо». Спасибо большое, что пригласили. Я думаю, будет конструктивный диалог. Действительно, 1,5 года назад, как являюсь руководителем спортивного комплекса «Динамо», соответственно, тяжелое бремя на меня выпало, да. Но справляемся вроде неплохо, как мы видим, наверное, оценивает это также и наш посетитель, наш гость, наш житель города Уфы. Можете более подробно сказать, что может наш житель увидеть, получить какие услуги на «Динамо»? Он действительно уникален тем, что в себе он размещает огромное количество секций, это более 10 видов. Параллельно с этим профессиональные клубы базируются на спортивном комплексе «Динамо», спортивные федерации. Буквально недавно прошло возрождение хоккейного клуба «Кировец». Вы член попечительского совета. Да, как мы все об этом знаем, и очень почетно, и очень значимо для данного комплекса. Почему? Потому что дополнительная команда, дополнительный клуб – это всегда интересно, это всегда презентабельно, и, конечно же, зрителю, посетителю есть куда сходить и посмотреть. Также планируется громкое мероприятие, о чем каждый житель узнает и услышит. В общем, идем вперед, и основная задача, наверное, стоит в следующем, чтобы на данном комплексе, я уже, наверное, повторюсь, где-то об этом люди слышали, разместить и расположить как можно больше федераций и спортивных клубов на данном объекте, которым действительно будет удобна данная площадка и максимально комфортное пребывание. Волейбольный клуб «Урал» на сегодняшний день играет в этом сезоне игры у вас, но, по-моему, через какое-то время он должен перейти в свой зал. Но это, наверное, пока не быстро, да? Строится только. С волейбольным клубом «Урал» действительно получилась не совсем стандартная ситуация. Год назад должны были играть на спортивной площадке нашего нового комплекса прекрасного, но по каким-то причинам решили вернуться на стадион «Динамо». И, соответственно, нам пришлось много чего переделать, всю сетку загрузки нашего спортивного комплекса. Многих, конечно, это и расстроило, многих обрадовало то, что волейбольный клуб остался здесь на «Динамо». Но, конечно же, мы будем рады, если у волейбольного клуба появится своя площадка. Для всех, наверное, это будет здорово. И тенденция идет такая, и у нашего правительства, нашего главы республики, такая идея, что у каждого вида спорта должен быть свой дом. Так назовем, да, то есть спортивную площадку. И это здорово, это уникально, и, наверное, это будет пользоваться спросом, где можно развивать именно точный вид спорта и проводить крупные мероприятия. В этом году впервые были проведены финал новогодних семейных игр, в которых участвовало порядка 13 тысяч семей по всей республике. И финал был проведен именно у вас в спортивном комплексе. Порядка 200 участников, 70 семей со всей республики участвовали именно в новогодних семейных стартах. То, что «Динамо» предоставляет возможность для не только высшего достижения свои помещения, но и для массового спорта, это ваша политика или это просто, скажем, социальная миссия, которую «Динамо» выполняет? У многих, наверное, сложились такие стереотипы, что «Динамо» — это какая-то коммерческая структура, все платно. И есть много обращений на главу республики, и много писем отписывают мне как руководителю. Но я смело заявляю, мы буквально сейчас готовили годовой отчет председателю нашему, и в этом отчете львиная доля того, что заработал комплекс, действительно очень много социального. Его по неделе, по дню или по месяцу незаметно. И, конечно же, я как бывший спортсмен, как сейчас уже новоиспеченный руководитель, я за то, чтобы были как и коммерческие, так и социальные проекты. Без этого никуда. Я вырос в простой семье, и я знаю, что это такое. Вы несколько лет тому назад были самым известным спортсменом, наверное, самым известным биатлонистом не только в республике, но и в стране, наверное. Как вам удалось адаптироваться к должности спортивного менеджера? Как это происходит? Потому что на самом деле, когда ты заканчиваешь карьеру олимпийского чемпиона, чемпиона мира, и приходишь, скажем, в обычную жизнь, то многие теряются. Как вам удалось
найти себя? Ну, вы правильно подметили, что многие известные артисты, деятели искусства, спортсмены, получается так, что теряются и не могут найти себя в новой жизни. Почему? Потому что определенное количество времени, ну, вернее, больше, наверное, времени своей жизни находится в неком вакууме таком, да, где для них все делают, за них все решают, за них все готовят, им все преподносят. Ну, это есть. И спортсмены в их числе. Также было комфортно, когда всем тебя обеспечивают в плане там, инвентаря, за тебя решили, где ты остановишься, за тебя решили, что ты покушаешь и так далее и тому подобное. Но, наверное, получилось у меня именно безболезненный переход по одной простой причине, то что долгое время я был капитаном сборной, и много вопросов связано с командой брал на себя, не боялся ответственности, действительно у нас это получалось, и организовывали мероприятия, и размещались, и переезды, ну то есть вели быт. Нельзя сбрасывать со счетов то, что я воспитывался в такой семье, где работали также и руками, да, то есть не боялись какой-то работы, и когда было предложено возглавить наш стадион, прекрасный в центре нашего города, и я даже не стал раздумывать и согласился. Не боюсь сложностей, но прошли, конечно, за 1,5 года через многое. Ваш опыт мэром в Сочи, когда вы были назначены на проведение там Олимпиады в Сочи в 2014 году, вы были мэром в Сочи, там одного из городков, он помог вам? Как вы оцениваете ваш тот опыт? Любой опыт, он бесценен, и он очень важен для, наверное, каждого жителя, для каждого человека. Опыт это либо в спорте, либо в искусстве, либо в управленческой какой-то деятельности, конечно же, подчеркивает. Но на ту должность я, честно говоря, где-то, наверное, 1,5 месяца соглашался. Вернее, был такой переломный момент, когда готовился выступать на Олимпиаде в нашем прекрасном Сочи. Вот, и когда так получилось, что в команду меня не включили, была внутренняя обида, я от всего отказался, так скажем, спрятался, ушел в себя, ну, не в плане в себя ушел, закрылся, да, ну, просто никого не хотел видеть. И когда поступали несколько звонков оттуда, именно с Олимпийской деревни, мы хотим вам предложить вот такую-то, пусть номинальную, но должность, не сразу согласился, но в целом потом сказал себе, почему бы и нет. Это опять-таки есть возможность с представителями тех или иных стран встретиться, пообщаться, узнать что-то новое. И в любом случае это опыт бесценный. И даже немножко шутил про себя. Мэр дополнительной горной деревни в Сочи, потом мэр города Уфы, да, Мансурович, надеюсь, меня не будет сейчас критиковать. Но опять-таки это определенный опыт хозяйственника, это очень здорово, потому что каждый руководитель, то ли это гостиничный комплекс, то ли это школа, то ли это детский сад, ну, не говоря уже о городе, о республике в целом, да, в первую очередь, наверное, руководитель должен быть хозяйственником, поэтому это бесценно. Удается ли вам следить за биатлоном, за кого болеете, как оцениваете вообще сейчас в разгаре текущий сезон выступления наших земляков, в том числе или людей, которые выступают за республику? Слежу только из новостей, буквально вчера, конечно, мне удалось вернуться домой немного пораньше и застал окончание гонки. Вчера 16 место на индивидуальной гонке в Поклюйке занял Логинов Саша, и Кирилл Стрельцов 17-й заехал без штрафа, отстрелялись. Вот, собственно, что из последнего, из нового, из горячего. А так, конечно же, не удается смотреть прямой эфир. А то, что сейчас происходит с Бабиковым, то, что он не попал, начав сезон все-таки в основной команде, а сейчас не попадает даже на Кубок IBU, это все-таки его внутренние причины или какие-то все-таки, скажем, козни чиновников, которые не дают проявить нашему спортсмену? Ну, здесь сложно сказать, плотной связи с ним нет и с начала сезона. Если бы был диалог, и диалог был плотный, и
можно было разобраться и можно было посмотреть. Это, наверное, ближе нужно общаться с тренером, он более расскажет, что происходит, как происходит. Но, на мой взгляд, наверное, нужно, ну, из каждой ситуации можно выходить с высоко поднятой головой. Вот, и нужно конструктивно разговаривать, и в любом случае, я думаю, там причина намного глубже. Не могу сейчас как-то комментировать, почему, потому что нужно жить там, нужно жить в коллективе, чтобы понимать, что там происходит. Но, на мой взгляд, наверное, есть, ну, у спортсменов амбиции, у тренеров амбиции, тем более сейчас сменился тренерский штаб, и они также присматриваются. Ну, наверное, не без этого, что у каждого тренера, кто находится там из определенного региона, есть, наверное, какие-то давления или предложения по тем или иным спортсменам, по тем или иным кандидатурам. Но это спорт, просто нужно быть на голову сильнее и тарить себе дорогу. Есть вообще русская ракета, которая, ну, могло бы то звание самого быстрого на лыжне мог бы сейчас вот из наших спортсменов нести? Нет такого? Но пока было на моей памяти 2 ракеты, да, это Буре и Чудов. Да. Пока никого больше ракет не называли. Но мальчишки есть, растут. Вот я говорю, молодежь появляется. Не нужно бояться давать выступать молодежи. Почему? Потому что когда есть такой период, немного пересиживаешь, и уже дальше нет смысла выступать. Тем более есть много ограничений и на региональном уровне, есть сложности, поддержка спорта. Это вообще больная тема везде, в каждом регионе, где-то чуть меньше, где-то чуть больше. Но этому нужно отдавать время и внимание. И более того, наверное, на профессиональный спорт, ну не знаю, может быть даже отдельные кандидатуры, чтобы за этим следил, как бы развивал. Ну действительно, это огромная работа, это колоссальный труд. Антон Шипулин неожиданно достаточно закончил спортивной карьеры, завершил карьеру и начал политическую карьеру, стал в прошлом году депутатом Госдумы. Как вы оцениваете этот шаг и нет ли у самого у вас таких планов в перспективе? Я вам скажу так, есть категория людей, которые каждый шаг, сейчас у нас все на электронных носителях, да, разные программы, инстаграмы и так далее, и тому подобное, ВКонтакте. Каждый выкладывает свою жизнь, каждый шаг и так далее. У меня немного не то, что даже сомнение, а вопрос, ну, почему именно депутатом, да, почему именно вот так сразу. И опять-таки вопрос, наверное, у каждого зрителя, у каждого болельщика. Потому что когда спортсмен профессиональный, мы сами говорим о том, что нужно передавать опыт и как-то работать с молодежью, а сами от этого уходим и занимаемся другими вопросами, другими делами, занимаем те или иные должности. Я не против, у каждого, конечно, есть свое желание, свое мнение, свое стремление, у каждого перед собой свои цели и задачи. Вот, допустим, я не стал куда-то баллотироваться, куда-то идти. Я решил начать... А предложения были? Предложения, конечно, были, да. Я решил начать со сложного. И действительно, вот на данном объекте, где я работаю, не знаю, можно озвучивать цифры нельзя, но, наверное, я их озвучу, что когда я пришел на данный комплекс, мне его передали с минусом 55 миллионов долга, а текущие платежи никто, как говорится, не отменял. И очень много и плодотворно мы работаем с командой, которая сформировалась. И в этом году, то есть с 19 на 20 год, мы с высоко поднятой головой открыли счет. То есть мы вывели организацию на ноль. И сейчас вот стоит опять-таки задача развития, опять стоит задача в наших резервах, что нужно сделать для того, чтобы действительно жить, чтобы комплекс жил. Поэтому мы и формируем различные мероприятия, улучшаем наш комплекс для того, чтобы действительно нашему посетителю было комфортно. То есть у вас помыслы сейчас не в какой-то политике, а вот конкретно с тем объектом, который вы развиваете? Нужно себя показать, в первую очередь. Я доказал как спортсмен, что я могу. Хочу доказать на сложном объекте, что я могу. Может быть, и не получится, конечно, но уже, считаю, получилось как минимум то, что мы запланировали. Это очень здорово.
По крайней мере, я не жалею ни об одном дне. По поводу Шипулина, молодец. Я думаю, что он будет полезной единицей в тех рядах, которые будут, надеюсь, помогать спорту, поддерживать, развивать. Но работы очень много. Известных спортсменов, с кем вы выступали, вы поддерживаете отношения? Бьерн Далином, с которым вы спорили по поводу золотой медали. С иностранцами нет, все равно есть барьер, даже не то, что языковой, а вообще в целом. Да? Ну, Домрачевой, допустим, супруга его. Нет, общаемся мы более чаще это с Николаем Кругловым, с Иваном Черзом, с Димкой Ярошенко. А Круглов сейчас чем занимается? Он сейчас занимается, он долго занимался в спортивном направлении, потом долго работал с Поповым, они обеспечивали по стране по бассейнам, то есть по плавательному направлению. В авиакомпании долго работал, сейчас работает именно со спортсменами, именно спортивный менеджмент. Понятно. То есть, в принципе, большинство из наших чемпионской, скажем, команды себя нашли в том числе в продвижении спорта. Как и вы, кстати, вы тоже продвигаете все равно спорт. Ищут, помогают и стараются быть полезными. Вернемся к массовому спорту. В прошлом году наша республика получила национальную спортивную премию как самый спортивный регион. Как вы оцениваете вот этот результат? Это объективно или это может быть какой-то реверанс нынешнему главе, который раньше работал в Кремле? Ну, я думаю, авансов никто никому, наверное, на мой взгляд, не давал и не даст. Почему? Потому что огромное количество регионов, которые претендуют на столь значимый титул, да, то есть и на эту награду. И в любом случае мы знаем, что наш руководитель региона, да, Радик Фаридович, он спортивный чиновник, и заслуга в частности его и его команды, которая в данный момент сейчас трудится. И мы видим, не только мы, наверное, вся страна видит, все равно следит, как меняется регион, на что делают упор, акцент. И понятно, не все сразу, хотя нашему, так скажем, брату, да, нашему жителю немножко где-то здесь не почистили, вот это плохо, там не сделали плохо, но они не понимают, потому что они никогда не руководили, не были хозяйственниками, вот о чем мы изначально говорили. И, конечно, это не просто так, это не вымышленно, это действительно заслуженно и очень почетно. Мне как спортсмену из нашего региона, мне это приятно. А как вообще оцениваете деятельность главы республики, ну вот в первый год работы? Ну, честно, видим, понятно, и по телевидению, и по социальным сетям, где какое перемещение. Я вообще задаю себе вопрос, если мы на маленьких объектах дома не бываем, ну, наверное, глава вообще дома не живет. То есть это, ну, действительно очень социальная, огромнейшая нагрузка, с которой нужно справляться. Еще есть, ну, конечно же, и семья у человека, поэтому дай бог здоровья, конечно. Уровень работоспособности да, очень солидный. Хочу еще один вопрос затронуть. Развитие большого спорта. Все-таки вот это решение ВАДА в отношении РУСАДА, как это будет сказываться, как вы, бывший спортсмен, можете спрогнозировать, насколько это решение фатально для развития большого спорта в стране, в республике? Я вам скажу так, что когда первая волна пошла, именно скандалы по допингу, отстранение от первых Олимпийских игр, что... Вас, кстати, это никак не затронуло. Наверное, вы смотрели статистику, и многие смотрели статистику, что детей начали меньше приводить именно в профессиональный спорт, секции. Любители, да, занимаются так, чтобы ребенок был пластичным, подготовлен физически, но не более того. Действительно, тому подтверждают профессиональные секции. Вот, потому что уже родитель, допустим, задумывается, если он не будет профессиональным спортсменом, если там дорога закрыта, то нет смысла. Но этот вопрос, опять-таки, решит, наверное, не сам спортсмен, а все с головы, да, то есть в любом случае нужно решать вопросы кардинально, сверху. Наверное, что-то было,
Дыма без огня не бывает, но это нужно искоренить. Но вот вы, когда были спортсменом, ведь я сколько смотрел, вас нигде не упоминали. То есть все равно есть, получается, люди, которые в этом где-то замешаны, а где-то нет. Вы знаете, когда ставится реально задача, да, то есть у персонала, у медперсонала, спортсмен даже может и не понять, что он кушает, что он пьет. Это действительно так. Не зря у каждого спортсмена стараются, да, то есть персональные там бачки, питьевые и так далее, чтобы он понимал, что он туда сам заливает и выпивает. Так, в принципе, можно любому, допустим, возьми хоккейную команду, да, то есть, наверное, в общем, сначала готовят там спортивные напитки, да, потом спортсменам как-то фасуют, доктор, понятно, да, то есть можно все что угодно сделать, каждому атлету, каждому спортсмену это может получиться крах для данного спортсмена. Можете вспомнить какой-то самый запоминающийся момент с вашей спортивной карьеры, за который вы гордитесь? Да, могу вспомнить, за который горжусь. Очень часто вспоминаю, опять-таки, сам в себе, никому не рассказываю, не хвалюсь. Когда был опять-таки допинговый переломный момент, 2009 год, это скандальный чемпионат мира очередной. У меня что не чемпионат мира, что не Олимпиада, это как бы скандальное. 2009 год, когда нас с Бёрндалем награждали, меняли то его первым, то меня первым. Да. Мы, по-моему, раз 5 или 6 выходили на пьедестал. Действительно, это было смешно. После этого пошли... Это когда он не в ту прошел дорожку. Он не прошел одну петлю стартовую. И, соответственно, я после этого пошел на пресс-конференцию и понимал, что там со мной будет. Их не волновало мнение и вопросы, допустим, либо ответы, как у меня прошла гонка. То есть я сидел один, никто вообще не пришел, было куча журналистов, наверное, человек 50-60 всех стран. И вот они меня прессовали по поводу допинга всех этих как бы скандалов. На что мне приходилось остро, в жесткой форме, соответственно, отвечать. И был переводчик, как сейчас помню, молодая девушка. И когда я ей сказал, что я записываю все на диктофон, переводить так, как я говорю, были такие квадратные глаза, но другого пути не было. Нужно было показать себя. И после этого, как сейчас помню, Пихлер сказал, мне Чудов угрожал, я в Ханты-Мансийск не поеду на этап Кубка мира. А всего же было сказано, что вы аккуратно высказываетесь, как-то в рамках приличия, потому что, говорю, вы же приедете в Россию, как вас там встретят болельщики, я не знаю. Хотя они меня спрашивали, как мы поедем в Россию, нам ничего ли не сделают. Я говорю, я не могу за всю общественность отвечать. И вот это все переворачивают, это пресса. Но вы свою позицию высказали и отстояли собственное мнение. Я всегда свое мнение отстаиваю. Я говорю, меня как и любили, так и ненавидели в спорте. Весь он такой Чудов. Поэтому вас так помнят. Это был Максим Чудов. Он всегда отстаивает собственное мнение и всегда может за себя постоять.